Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Якушенкова Оксана, я представляю сегодня компанию Global Lab, и сегодня мы с вами поговорим о развитии исследовательской компетенции у школьников. Чтобы презентация не притормаживала, я сейчас выключу видео и включу демонстрацию презентации. Если будут какие-то проблемы, пожалуйста, сообщайте сразу об этом в чате. Итак, развитие исследовательской компетенции у школьников. Происходящие в последнее время в российском обществе глубокие социально-экономические преобразования обусловили необходимость комплексной модернизации системы школьного образования, направленной в первую очередь на повышение качества образовательного процесса, которое предполагает формирование готовности учащихся к саморазвитию и к непрерывному образованию, самостоятельному образованию в первую очередь. В связи с этими изменениями изменяются и требования к результатам образования, к уровню подготовки выпускников общеобразовательных школ, которые нашли отражение в современных стандартах школьного образования. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, новые требования, предъявляемые к учащимся средней школы, относятся готовность и способность к познавательной деятельности, овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, овладение действиями постановки и решения проблем, выдвижение гипотез и их обоснования, самостоятельный поиск методов и решения творческих и практических задач, овладение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, овладение навыками познавательной рефлексии и осознание совершаемых действий и мыслительных процессов. Все эти требования можно реализовать, предоставив учащимся возможность заниматься исследовательской деятельностью. Именно эта педагогическая технология призвана в современном обществе повысить качество образовательного процесса и в общеобразовательной школе. Таким образом, согласно современным образовательным стандартам, учащиеся должны быть подготовлены уже к основной школе, то есть к 5-9 классам, к исследовательской деятельности, которая далее, после 5 класса, после 9 класса на старшей ступени общего образования станет для них одной из базовых, наряду с проектной деятельностью и социальной деятельностью. Известно, что современные образовательные стандарты построены на логике компетентностного подхода, следовательно, имеет смысл рассматривать в качестве основного результата исследовательской деятельности это формирование исследовательской компетенции учащихся как интегративного качества личности, предполагающего готовность и способность к продуктивному осуществлению исследовательской деятельности в различных сферах современной науки и общественной жизни. Педагогической наукой выделяются такие исследовательские умения, как способность к анализу и синтезу, способность осуществлять различные процедуры исследовательской деятельности, владение информационными технологиями, способность к сотрудничеству, рефлективность и способность выполнять работу самостоятельно. Необходимо также отметить, что данный список остается открытым, так как общеобразовательная школа может уточнять его и корректировать его с учетом в том числе специфики профиля образования, может быть гуманитарный профиль, физико-математический, или с учетом возраста обучающихся. Это может быть как начальная школа, так средняя школа, так и старшая. Мы сегодня с вами поговорим о том, почему хорошо и правильно начинать работать с исследовательскими проектами в начальной школе и с какими навыками и умениями дети приходят уже к 5 классу, к средней школе на примере тех проектов, которые выполняют дети у нас на платформе. Следует отметить, что в современных ВГОС учебно-исследовательская деятельность выделена как один из ведущих видов образовательной деятельности учащихся. Подчеркивается, что становление учебной деятельности происходит в форме учебного исследования, которое направлено на формирование особой внутренней позиции обучающегося. Эта позиция характеризуется направленностью на самостоятельный поиск, самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение, самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. Без этого провести хорошее исследование просто невозможно. То есть детей этому надо учить. Однако исследовательская деятельность в школе эффективна только тогда, когда отвечает познавательным потребностям обучающегося и соответствует направлениям образовательной деятельности. Целью ее не является производство каких-то новых знаний, хотя зачастую дети способны и на это, и их проекты бывают действительно некими научными открытиями. Но чаще всего целью является приобретение учащимся
функционального навыка исследования как некого универсального способа освоения действительности, развития способностей к исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний. Овладение способами исследовательской деятельности формирует не только методологическую грамотность обучающихся, но дает им навыки участия в различных формах организации исследовательской и проектной деятельности, например, в творческих конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях. Для анализа особенностей исследовательской деятельности я предлагаю рассмотреть все-таки понятие исследования. Что же такое исследование? Исследование – это процесс и результат исследовательской деятельности. Если мы посмотрим философский энциклопедический словарь, определение исследования трактуется как процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности. И характеризуется прежде всего объективностью, воспроизводимостью, что немаловажно, доказательностью, точностью, имеет два уровня – эмпирический и теоретический. Кроме того, исследовательскую деятельность можно рассматривать как деятельность вообще, тогда ее структурными компонентами будут выступать цель, мотив, предмет, действие, продукт и результат. Почему я сейчас все это говорю? Я понимаю, что все в большинстве своем знакомы с тем, что такое исследование, но очень часто, особенно в школьной практике, происходит размытие понятий исследования, проектная исследовательская деятельность, проект и так далее. Поэтому давайте сначала мы конкретизируем то, о чем мы говорим, а потом перейдем уже дальше к примерам. Рассмотрим структурные компоненты исследовательской деятельности отдельно. Целью исследовательской деятельности является прирост нового знания, который характеризуется субъективностью. Учащиеся открывают субъективные, новые для себя знания. Это способы деятельности могут быть в процессе исследования. Познавательную направленность исследовательской деятельности, в свою очередь, продают мотивы, представляющий интерес индивида к объекту действия, его желание, стремление узнать что-то новое об объекте и сделать что-то по-новому. И это один из немаловажных и, наверное, даже самый важный момент исследовательской деятельности. Зачастую бывает такая ситуация, что педагоги дают учащимся темы и говорят работать над этими темами. На самом деле все должно быть с точностью наоборот. Должны учащиеся приходить с теми темами и с теми интересами, которые у них существуют на данный момент. А задача педагога в первую очередь помочь в этих темах найти исследование и сформулировать тему собственного исследования. Но это исследование должно быть интересно самому учащемуся, иначе из этого проекта не получится нового знания для ребенка, которое он будет использовать. Предмет исследовательской деятельности – это получение нового знания, которое классифицируется в соответствии с уровнями мышления – эмпирическим и теоретическим. Секундочку. Меня хорошо сейчас слышно? Тогда я вернусь к своей презентации. Итак, предмет исследователя. Алло?
Алло. Я себя слышу только. У меня очень громкое эхо. Вам меня не слышно? Алло. Напишите мне, слышно меня? Хорошо. 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 Сейчас, секундочку. Извиняюсь за технический сбой, который у нас произошел. Итак, мы остановились на предмете исследовательской деятельности. Предмет исследовательской деятельности – это получение нового знания, которое классифицируется в соответствии с уровнями мышления, с эмпирическим и теоретическим уровнем. На эмпирическом уровне устанавливаются и обобщаются новые факты науки, выступающие основой для формулировки эмпирических закономерностей. Происходит сбор эмпирической информации. Это могут быть наблюдения, эксперименты, опросы, анкетирование. Реализуется познавательная активность, связанная с мышлением, пониманием, с интерпретацией полученных результатов. Для теоретического уровня характерно выдвижение и формирование общей для данной предметной области исследования закономерности, объясняющие ранее открытые факты, эмпирические выкладки, прогнозы событий, фактов. Действия в структуре исследовательской деятельности делятся на умственные, интеллектуальные, практические, творческие и исследовательские. Основными мыслительными операциями являются анализ, синтез, переход от частей к целому, сравнение, установление сходства и различия между объектами, абстрагирование – это выделение существенных свойств и связей предмета и отвлечение от других несущественных, обобщение, объединение предметов по каким-то признакам. И немаловажное значение имеет и такая форма мышления, как умозаключение, когда на основе нескольких суждений делается определенный вывод. Продуктом исследовательской деятельности чаще всего выступает оформленное в соответствии с принятыми нормами текстовое произведение. Это может быть отчет о проведенном исследовании, доклад, реферат, статья, монография, что, конечно, к нам в данный момент не имеет отношения. Результатом отдельного акта исследовательской деятельности является открытое новое знание в рамках той науки, в которой осуществляется исследование. А результатом исследований, как систематически и специально организованного процесса, является формирование исследовательской компетенции. Таким образом, в процессе исследовательской деятельности формируются исследовательские умения и навыки, происходит овладение приемами и способами исследовательской деятельности, развиваются личностные качества, формируется исследовательская компетенция учащихся. Основными показателями исследовательской деятельности считаются исследовательские умения, входящие в состав исследовательской компетенции. Исследовательские умения – это умение сознательно применять какой-то существующий метод исследования при выполнении своей исследовательской задачи. Исследовательские умения выражаются в способности учащихся анализировать и обобщать материал, строить гипотезы, теоретически интерпретировать, оформлять результаты исследования, что немаловажно, популяризировать их в общественность, то есть представлять свои результаты. Становление исследовательской деятельности учащихся происходит на всех этапах обучения в общеобразовательной школе и представляет собой стадиальный процесс. Цели, задачи, содержание и методы организации которого определяются с учетом возрастных особенностей и потребностей учащихся и варьируются в зависимости от ступени общего образования. Выделяется несколько этапов становления исследовательской деятельности, в процессе которых формируется исследовательская компетенция. Для младшего школьного возраста, это 7-11 лет,
Это ступень начальной школы образования. Ведущий выступает учебная деятельность, позволяющая, в отличие от игровой деятельности дошкольного возраста, за счет своего содержания владеть обобщенными способами действий в сфере научных понятий. Следующая группа – это возраст 10-11 лет, возраст уже конкретных операций. Это возраст, когда дети уже выполняют собственные проекты. Это период в развитии логического понятийного мышления. Практические исследовательские действия дополняются рядом интеллектуальных исследовательских умений. Умений сравнивать, анализировать информацию, обобщать и классифицировать полученные данные, устанавливать причинно-следственные связи. Для среднего школьного возраста 10-11 лет это ступень основной школы. Ведущим видом деятельности становится общение со сверстниками, что создает условия для взаимодействия в исследовательской группе, принятия на себя различных ролей. И именно на этом этапе развития очень важно принимать участие уже не только в индивидуальных проектах, но и участвовать в групповых проектах. На этом этапе формируются знания о теоретических и методологических основах проводимого исследования, постановка цели, планирование, выполнение исследования с применением имеющихся знаний и исследовательских умений, которые были получены на ранних этапах. И стадия профильного обучения общеобразовательной школы, это старшие классы, характеризуется как период профессионального и личностного самоопределения. Это включает систему мировоззренческих и ценностных ориентиров, выраженную профессиональную ориентацию на интересы, развитие формы теоретического мышления, владение уже методами настоящего научного познания, умение самовоспитания, задачи исследовательской деятельности, связанные с необходимостью овладения методами научного познания. С момента включения учащегося в процесс исследования начинается формирование его исследовательской компетенции. На первом этапе формируется готовность к самостоятельному осуществлению исследовательских действий практического характера, то есть проводить наблюдения, опыты, определять источники различной информации, интерпретировать информацию, составлять опросы, проводить опросы, анкетирование, к самостоятельному решению определенных исследовательских задач, представлению результатов по заданию педагогов и тьюторов. На втором этапе происходит формирование готовности к групповому и внешнему взаимодействию, к самостоятельному принятию на себя различных ролей в некой исследовательской группе. А на третьем этапе формируется готовность к самоопределению и самооценке в исследовательской деятельности. Если посмотреть на те различия, которые происходят в исследовании в сфере естественно-научных дисциплин и в сфере гуманитарных дисциплин, то у нас на первых этапах все практически одинаковое, только различаются объектами, то результат у нас все-таки уже достаточно сильно отличается. Если в гуманитарных дисциплинах это будет интерпретация, оценка текста, появление собственной точки зрения и создание каких-то новых текстов, то в естественно-научных дисциплинах это изучение неких законов природы, какие-то открытия и квазиоткрытия. Сейчас я вам приведу несколько примеров естественно-научных и гуманитарных проектов, которые были реализованы на нашей платформе, и немножечко расскажу о том, что же такое наша платформа и как она, в принципе, функционирует. Платформа Global Lab. Перед вами пример естественно-научного проекта «Природные индикаторы pH». Учащиеся должны найти растения, которые могли бы использовать в качестве полных или частичных индикаторов кислотности. Данный проект может успешно заменять традиционную лабораторную работу по измерению pH. Каждый участник проекта готовит отвар или вытяжку из любого растения и пробует использовать его в качестве pH-индикатора по общему для всех протоколу эксперимента. Все результаты загружаются в Global Lab через анкету исследования, заранее подготовленную. Результаты всех экспериментов, проведенных пользователями, автоматически выводятся и демонстрируются в виде инфографических виджетов и доступны для скачивания в разных форматах. Если мы посмотрим, мы можем увидеть, какие растения использовали, откуда наши пользователи, то есть где они брали эти растения. Мы можем проанализировать разные растения у разных пользователей, можем посмотреть, какие органы растения можно было использовать в качестве индикаторов кислотности. И давайте посмотрим пример гуманитарного проекта. Это проект на стыке, скажем, литературы и географии. Учащиеся наносят на географическую карту места, упоминающиеся в художественной литературе. Каждое место, найденное в художественной литературе, описывается с помощью исследовательской анкеты.
Общие результаты раскрывают некоторые закономерности в художественном отражении реальных мест и литературных мест. Мощным инструментом стимулирования активности учащихся является использование деятельностных форм обучения, предполагающих переход учащегося с позиции исполнителя на позицию участника деятельности, при которой возрастает его собственная активность. Одним из активных и основных методов формирования исследовательской компетенции учащихся считается исследовательский проект, в рамках которого ученики нацелены на выполнение исследовательских действий для получения конкретного продукта. Таким образом, индивидуальный проект, заявленный в стандарте, можно трактовать как интеграцию исследования и проектирования, называть его исследовательским проектом. Результаты выполнения исследовательского проекта должны отражать сформированность навыков коммуникативной, исследовательской деятельности, критического мышления, исследовательской компетенции, способность постановки цели и формулирования гипотезы, планирования работы, отбора и интерпретации информации, аргументацию результатов исследования, презентацию результатов, личностные результаты – это способность к аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности, проектной деятельности. Исследовательский проект учащиеся могут выполнять на материале конкретного предмета – литературы, математики, географии, могут интегрировать в смежную тематику несколько предметов, осуществлять при этом изучение элективных курсов в работе творческой группы в рамках конференции. Приведу еще несколько примеров, которые не выполняют, которые создали дети на нашей платформе, учащиеся первых классов. И у нас дети, как правило, приходят как раз-таки, приходя в первый класс, они приходят на Global Lab, и буквально через несколько месяцев после начала выполнения, скажем так, после начала своей деятельности, когда они принимают участие в уже готовых проектах, заполняют анкеты, они сами приходят к желанию создать собственный проект. И давайте посмотрим, какие темы проектов их волнуют и интересуют на первом этапе. Один из первых проектов, выполненный учеником и ученицей первых классов города Астрахани, это игры нашего двора. Понятно, что эта тема детям интересна, особенно детям, которые только пришли из детского сада, которые много гуляли, которые много общались и играли. Тема игры нашего двора. Дети планируют собирать игры всего мира, в которые играют дети сейчас, в которые играли их бабушки и дедушки. В этом проекте используется несколько методов, то есть можно заполнить анкету про себя и рассказать, в какие игры играешь ты сейчас, а можно провести анкетирование и опросить родителей, опросить бабушек и дедушек, сравнить все это, заполнить анкету. То есть, по сути дела, тема достаточно легкая, тема вполне объятная для ребенка первого класса, но тем не менее она превращается в настоящее исследование, которое проводит ребенок с помощью других пользователей, которые заполняют анкету на сайте. Следующий проект – батарейка из лимона. В принципе, тема достаточно уже известная, много очень опытов на тему батарейки из лимона, детям часто об этом рассказывают, показывают и говорят, но в данном проекте ребенок предлагает посмотреть, только ли из лимона можно создать батарейку, какие еще фрукты, овощи подходят для создания и вообще почему это происходит. Это дети в первом классе. К концу начальной школы эти же дети приходят уже, скажем так, к узкоспециализированным темам. Они затрагивают те темы, которые их волнуют уже совершенно на другом уровне. Мы можем увидеть, как растет их, скажем, осознание себя в этом мире. И если мы посмотрим на их проекты, то чаще всего их волнуют наиболее, скажем так, популярные проекты – это исчезающие шедевры, что нас окружает, какие шедевры зодчества остались сейчас вокруг нас. Девочка анализирует, просит разместить анкеты о памятниках деревянного зодчества, которые есть в ваших населенных пунктах. С помощью анкет, заполненных другими пользователями, анализирует, какие остались памятники, как они сохраняются, в каком они сейчас виде, для чего они были построены, как, кем и когда они были построены. Проект по астрономии. Наблюдаем созвездия в ночное время, естественно. Картируем их, наносим все это на карту, смотрим, как одно и то же созвездие мы наблюдаем из разных. То есть одному ребенку посмотреть, скажем так, созвездие из Москвы, Мурманска одновременно не удастся, но когда один ребенок смотрит в Мурманске, второй смотрит в Москве, все результаты наносят на карту, тут уже есть данные для анализа. Более серьезные темы – образ женщины-матери в искусстве, тема достаточно большая, необъятная, я бы даже сказала, но опять-таки с помощью команды исследователей из разных уголков мира ребенок анализирует, собирает работы
Это могут быть не только изобразительные, но и художественные какие-то произведения, и анализирует образ женщины-матери. То есть с помощью анкеты она собирает данные для своего исследования. Еще один очень сложный и интересный проект – это «Лишайники отступают». Действительно ли лишайники чутко реагируют на изменения состава атмосферы и являются уникальными природными индикаторами? Мальчик анализирует наличие лишайников в разных населенных пунктах и их связь с наличием чистых мест, с экологией. Итак, сейчас мы посмотрели с вами, как растут навыки и умения школьников от 1 к 4 классу, тех школьников, которые занимаются исследовательской деятельностью каждый день, которые включают исследовательскую деятельность в свой, скажем так, ежедневный рацион. У них исследование является одним из основных объектов, из основных инструментов их ежедневной деятельности. Давайте вернемся к нашей основной теме. Это исследовательская компетенция. Итак, исследовательская компетенция включает в себя исследовательские способности учащихся, состоящих из универсальных учебных действий. Из личностных к ним мы относим саморазвитие, саморегуляцию, самоконтроль и самооценку. Регулятивных к ним мы относим все компоненты, которые связаны с организацией исследовательской деятельности учащихся. Познавательных к ним относятся моделирование, выбор учащимся наиболее эффективных способов решения задач, работу с информацией. Коммуникативных к ним относятся, как правило, общение, реализация речевой деятельности, как в устной, так и в письменной форме, и это вызывает достаточно много сложностей у обучающихся. Базовыми методами формирования исследовательской компетенции являются метод проектов, это могут быть индивидуальные, парные, групповые проекты, проблематизация, дискуссия, тренинг, игра и портфолио. Для создания системы исследовательской работы школьников необходимы следующие этапы. Это диагностические, выявление уровня исследовательских умений обучающие, организация выполнения системы задач и заданий, установочная организация выполнения системы задач и заданий, содержащие элементы исследования в процессе выполнения самостоятельной работы. Учащиеся начинают выбирать свои сферы исследований. И закрепляющий – это создание положительного отношения к овладению исследовательскими умениями через учебный процесс. Методика организации ученического проекта. Это мотивационный этап, мозговой штурм, формирование групп для выполнения проекта, и это групповой проект, выбор творческого названия проекта, обсуждение плана работы с обучающимися, обсуждение источников информации и их релевантности, самостоятельная работа учащихся по обсуждению заданий в каждого или в группе, самостоятельная работа групп по выполнению заданий и подготовка школьниками презентаций по проделанной работе и защита полученных результатов. Сейчас мне хотелось бы немножко рассказать о том, что такое, в принципе, Global Lab. Я сегодня несколько раз приводила примеры проектов, выполненных на Global Lab, но чтобы было понятнее, что это за платформа и как она работает, я немножечко о ней расскажу. Global Lab – это платформа проектно-исследовательской деятельности для школьников, для их родителей, для учителей. Сейчас у нас больше 150 тысяч участников, большую часть из них составляют дети и их родители, это почти 70%, и 30% это педагоги. Платформа работает по модели краудсорсинга. Она направлена на формирование различных компетенций и мягких навыков. То, что сейчас так необходимо в нашем мире, в современном мире. Платформа включает в себя как проекты по естественным наукам, гуманитарным наукам, математику, другие. На платформе много языков, основные проекты, большая часть проектов выполнена на русском языке, есть проекты на английском языке, на испанском языке. Платформа сама локализована на русский, английский и испанский, что немаловажно для педагогов английского языка. Какие проблемы можно решить при помощи Global Lab? Global Lab помогает внедрить проектно-исследовательский подход в урочную деятельность, благодаря тому, что на Global Lab собрана готовая база проектов с готовыми методическими материалами, если педагог не знает, как включить тот или иной процесс в учебную деятельность. Удобному инструменту создания собственных проектов по проверенной и опробированной методике. Если педагог не может найти проект, который ему нужен для работы, хочет создать что-то свое, что-то собственное, или таких проектов нет в базе. Global Lab обеспечивает доступ к методической поддержке и к сообществу учителей. У нас есть учителя, которые работают уже на платформе много лет. Они используют проектный подход как один из основных подходов в своей деятельности. И, соответственно, все
их наработки, практики собраны на сайте. Global Lab обеспечивает сетевое взаимодействие с различными учреждениями образования по всей стране. И не только со школами, но и дети между собой могут коммуницировать, могут находить себе товарищей, интересующихся этой темой, вместе выполнять исследования. То есть, по сути дела, Global Lab стирает границы географические. Global Lab помогает в организации внеурочной деятельности. Если педагог не знает, как заниматься, чем заниматься, нет готовых решений, то на Global Lab есть готовые кружки с готовыми методиками их проведения. Global Lab предоставляет контент для использования оборудования. Если в школе есть датчики, цифровые лаборатории, которые не используются или используются не на полную мощность, то проекты Global Lab помогут их задействовать в урочной и внеурочной деятельности. Кроме того, с помощью Global Lab повышается мотивация детей к обучению. Сначала дети принимают просто участие в проектах, потом они переходят к самостоятельному созданию проектов, они интересуются новыми темами, они находят себя. Некоторые темы могут казаться скучными и неинтересными. Приведу пример. Большинство школьников в начальных классах встречаются с таким проектом, как читательский дневник. И, в принципе, не слукавлю и ни для кого не секрет, что далеко не все школьники хотят его вести. Далеко не всем школьникам это интересно. Я прочитал книгу, я что-то записал, кому дальше надо то, что я записал. У нас на сайте существует проект «Дневник читателя», который во многом повторяет анкету, которую дети, в общем-то, заполняют в своих тетрадях. По сути дела, дневник читателя на бумаге – это является анкета, которую они заполняют. Но все эти результаты, они вносятся в единую базу. Дети могут делиться своими заполненными анкетами, дети могут читать анкеты других школьников о этих же произведениях, они могут их обсуждать, они могут читать анкеты о каких-то произведениях, которые они не знали, выбирать себе произведения, смотреть, что читают сверстники их возраста, выбирать что-то подходящее для себя. И вот внедрение, скажем, некой социальной сети вот в такой уже, казалось бы, старый проект, как «Дневник читателя», оно на самом деле привело к тому, что детям стало интересно, они на протяжении нескольких лет приходят в этот проект, заполняют анкеты, ведут свой дневник читателя, видно, как их анкеты растут, как они начинают. У нас есть дети, которые начинали еще с дошкольного возраста, когда им помогали родители, как они научились анализировать прочитанное произведение, как они научились видеть глубже и обсуждать прочитанное, это немаловажно. Кроме того, у школьников формируются компетенции будущего. О компетенциях будущего сейчас часто пишут, говорят, их обсуждают на различных уровнях. Это такие компетенции, как умение творчески и проблемно мыслить, умение работать в команде, коммуникативные навыки, самостоятельность и так далее. Школьники могут создавать проекты совместно с участниками из разных регионов на различных языках, что тоже немаловажно. То есть, по сути, об этом я уже сегодня говорила, стираются географические границы детям, которые живут в отдаленной местности, у которых нет возможности общаться. Они на самом деле легко находят себя, легко находят себе друзей, с которыми можно выполнять какие-то проекты, интересоваться какими-то новыми темами, что-то вместе делать. Участие учеников в олимпиадах и конкурсах, связанных с проектной деятельностью, оно позволяет проверить уровень достижений. На платформе достаточно большое количество конкурсов, существует и графикация, о ней я расскажу немножко позже. Почему это удобно для администрации? Администрация школ, директора, завучи имеют доступ к статистике участия своих школьников и преподавателей и могут использовать эти данные при формировании отчетности. По каждому классу видно, по каждому ученику видно, чем он интересуется, в каких проектах он принимает участие, подчас сам ученик не знает, что его интересует, какой областью он интересуется, но проанализировав историю его участия в проектах, посмотреть, в какие области в какие области он чаще всего заходит, уже становится понятно, в общем-то, некую область интересов ребенка. И Global Lab отлично дополняет любые платформы с контентом. Это Я-класс, мобильное электронное образование и так далее. В принципе, Global Lab работает по модели краудсорсинга. Это предполагает, что каждый участник проекта делает свой небольшой эксперимент или исследование. Они могут быть сравнимы по сложности с индивидуальным школьным проектом. Результаты эксперимента и исследования поступают в общее хранилище, как я сегодня уже показывала в презентации. На основе результатов, присланных множеством участников из любой точки мира, формируется некий общий результат, который представляется в виде различных виджетов. Это могут быть карты, галереи, графики, облако слов, облако тегов.
Общий результат может представлять новые знания, может служить предметом дискуссий, как чаще всего бывает, основой для возникновения новых проектов, формирования географически распределенных групп школьников и учителей. На данный момент на сайте более 1900 готовых проектов по самым различным темам, начиная с первых классов. Педагог может подобрать проект своей профессиональной деятельности по ряду параметров: предметной области, языку проекта, целевой аудитории. Также большинство проектов привязаны к тематическому рубрику. Любой участник платформы может создать свой собственный проект и опубликовать его. Для этого используется специальный конструктор проекта. За публикацию проектов на платформе каждый, будь то педагог, будь то учащийся, получает свидетельство о публикации. Мы являемся зарегистрированным СМИ, соответственно, это свидетельство о публикации. По результатам участия в различных исследовательских проектах на платформе формируется индивидуальное портфолио участника. В портфолио автоматически накапливаются данные, присланные участниками из различных проектов. Они отображаются в виде блоков различных типов. Пользователь может добавлять произвольные блоки в свое портфолио. Портфолио может быть скачано пользователем в виде PDF-файла. Здесь же фиксируется прогресс по всем видам деятельности, хранятся награды, дипломы. На платформе постоянно проходит большое количество конкурсов. Каждые 2 недели проходит олимпиада по разным темам. За участие в олимпиадах, в конкурсах дети получают награды, знаки отличия, к знакам отличия привязаны сертификаты. Они с большой радостью накапливают вот эти вот разные знаки, меняют их на какие-то призы порой. Иногда просто скачивают к ним награды и дипломы. И вот это вот элементы графикации детей очень привлекает. Он стимулирует их постоянно заниматься чем-то новым, выискивать интересные темы, принимать в них участие и так далее. Помимо проектов на Global Lab существуют кружки и курсы Global Lab. Это несколько совместных проектов, объединенных в образовательную траекторию. Помимо проектов в курс входят учебные материалы, видеолекции, учебные тексты, тестовые задания. Все это объединено в единую траекторию, которая проходится в течение определенного времени. Всю работу курирует тьютор или педагог. Чаще всего тьюторами становятся авторы кружка или курса. Кружки и курсы у нас есть по разным предметным областям, по разным темам. Виртуальная площадка – это отдельная зона, предназначенная для работы учебных заведений. Каждая виртуальная площадка имеет собственный выделенный сегмент. Участники виртуальных площадок создают закрытые проекты для себя, в которых могут принимать участие только их собственные ученики этой школы. Внутри ведется рейтинг самых активных. В виртуальной площадке доступна функция мониторинга за участием в проектах. И также в каждой виртуальной площадке есть отдельная доска обсуждения, в которой участники могут общаться друг с другом. На платформе есть много средств общения, это личные сообщения. Каждый проект имеет выделенную доску. Пользователи могут общаться с помощью сервиса просто личных сообщений, с помощью сообщений внутри проекта. Тьюторы и авторы курсов, и кураторы виртуальных площадок имеют возможность делать рассылки по участникам своих собственных сообществ. Как я уже говорила, все у нас завязано на графикацию. Дети получают, вот мы сейчас видим, знаки отличия за участие, знаки отличия привязаны к каким-то проектам. Можно посмотреть, в чем участвовал каждый участник. Участвуя в проектах, публикуя собственные проекты, участники зарабатывают очки, продвигаются в рейтинге, выходят на первое место и так далее. В качестве подтверждающих достижений пользователи имеют возможность получать электронные и бумажные сертификаты. Внешний вид наград и сертификатов настроен на каждый проект индивидуально. По поводу модерации. Все проекты на платформе проходят модерацию, премодерацию, то есть они не будут опубликованы, пока наши модераторы это не одобрят. Имеется специальная доска для обсуждения с авторами проектов, с тьюторами. Кроме того, можно пожаловаться на любой проект, если кажется, что это какой-то неприемлемый контент. Методическая поддержка. Для педагогов, работающих с платформой, организованы различные виды методического сопровождения. У нас есть специальный раздел «Методические материалы» с размещенными учебными планами, подборками проектов. Есть справочник по созданию проектов и работе по проектной деятельности. Есть специальная группа «Учительская». Есть курсы Global Lab для учителей и блог тьютора, которые помогут организовать свою работу. Отдельно мне хотелось бы сказать о показателях успешности. Мы проанализировали показатели на основе тех пользователей, которые работают на нашей платформе, и пришли к выводу, что чаще всего пользователи, которые работают на нашей платформе, выбор между
чаще всего они выбирают межпредметные области для проведения своих исследований. Они умеют лучше своих сверстников систематизировать данные и делать выводы. У них вырастает навык самостоятельного поиска информации, аргументированности предполагаемых решений и выводов. Естественно, в ходе работы с платформой они учатся использовать компьютеры для создания проектов, для оформления, демонстрации результатов. Среди наших пользователей больше участников научно-практических конференций. К чему все я это говорю? В данный момент специально для вас у нас разработана пилотная программа, в которую мы бы вас хотели пригласить. Эта программа будет действовать на протяжении 3 месяцев до конца мая. В эту программу мы примем первые 30 школ, которые придут на нашу платформу. Мы выдадим виртуальные площадки, с которыми можно будет работать. Мы проведем несколько вебинаров, обучающих работе на нашей платформе и созданию, в принципе, исследовательских проектов. Тем школам, которые успешно пройдут работу с виртуальной площадкой и смогут успешно внедрить нашу платформу в свою учебную деятельность, мы предоставим скидку на следующий учебный год. На этом у меня все. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь, контакты я сейчас свои оставлю. На все вопросы, которые вы напишите в чате, я обязательно сейчас отвечу. Thank you.